20 лет назад ушел из жизни талантливый и высокопрофессиональный юрист Лев Хагуш, который внес огромный вклад в развитие права и правоприменительной практики. Сохраняя удивительную работоспособность и жизнелюбие, он стал для всех нравственным ориентиром, примером беззаветного служения отчизне, закону и людям. 18 мая 1941 года в простой крестьянской семье Мито Петровича и Джуры Датовны Хагуш, жители села Бзыб Гагрского района, в канун начала Великой Отечественной войны родился первенец, сын, которого родители назвали Лев. Как и большинство детей военных лет, его детство проходило в условиях тяжелых испытаний. Ему, как большинство его сверстников, пришлось рано познать, что такое труд, нужда и лишение. Под воздействием этих условий он взрослел не по годам. Формировался его характер и моральные устои, среди которых особенно выделялись такие качества, как честность, порядочность, целеустремленность, принципиальность, справедливость и необыкновенная доброта. Именно эти качества стали эталоном его земной жизни, его деяний и поступков. В 1950 году Лев пошел в Бзыбскую среднюю школу. Окончив 8 классов, он продолжил учебу в Сухумском индустриальном техникуме, вплоть до завершения полного курса обучения в 1964 году. В том же году Лев Митович призывается в ряды советской армии, где в течение 3 лет проходит воинскую службу в Ленинградском военном округе в городе Выборге. После демобилизации из рядов советской армии в 1967 году Лев Митович возвращается в Абхазию и работает водителем Пицунского АТП, совмещая с учебой на заочном отделении юридического факультета Государственного университета города Ростова-на-Дону. Трудолюбивый, способный, грамотный молодой юрист становится востребованным в системе органов прокуратуры Ростовской области, где проходит путь от стажера, старшего следователя до старшего помощника прокурора города Шахты. Однако, движимый ностальгией, тягой к родной земле, семье и друзьям, он в 1982 году возвращается в Абхазию, где продолжает свою профессиональную деятельность в должности инструктора административного и торгово-финансового отдела Гагрского городского комитета Компартии, а с 1984 по 1987 годы в должности прокурора Гудаутского района. Именно тогда Лев Митович познакомился с Михаилом Бурмистровым, который в те годы являлся прокурором управления по надзору за следствием и дознанием в органах МВД прокуратуры Союза СССР. После нашего знакомства, проверки работы, я увидел, что это человек самоотверженный, человек энергичный, человек думающий, человек, который реально излучал свет и был непримиримым борцом с нарушениями законности. Увидев его заинтересованность в работе, я неоднократно обращался к руководству Республики Абхазия, чтобы они выделяли его, отправляли в командировки в те места, куда я выезжал для проверки как представитель Генеральной прокуратуры СССР. И в этих проверках я еще раз и еще раз убеждался в правильности своего выбора, поскольку Лев Митович был надежным союзником в выполнении тех задач, которые передо мной стояли при выезде на места. Лев Митович обладал очень незаурядными способностями как следователь. Он обладал интуицией, помноженной на профессионализм и четкое знание закона. Мы с Львом Митовичем неоднократно не только встречались по служебным делам, но и по личным, поскольку мы поддерживали дружеские отношения. Лев Митович – это человек-праздник, человек, который всегда пытался подставить плечо, если это требовалось его друзьям. Человек, который умел делить радость вместе со своими друзьями. Он был очень душевный человек, который прекрасно пел, прекрасно танцевал, и плюс к этому, самое основное, умел быть нужным своим близким. Поскольку я видел его отношение к братьям, его отношение к жене, его отношение к детям. Все те, кто были знакомы с Львом Митовичем, это счастливые люди,
поскольку Лев Митрович был настоящий праздник, праздник. И для меня он остается живой до сих пор. Да, он ушел из жизни уже, к сожалению, 20 лет. Но я его помню, помню его лучезарные глаза, помню его сердце беспокойное, неравнодушное, его отношение к работе. И говорю, что такие люди, как он, являлись гордостью прокуратуры. В августе 1987 года принципиального прокурора, отличающегося патриотизмом и порядочностью, переводят приказом для перевоспитания в прокуратуру Грузинской СССР, где он проходит службу в должности прокурора Следственного управления. Там он проработал 3 года. В 1991 году Лев Митрович возвращается на родину, где продолжает свою трудовую деятельность. С 1991 по 1993 годы на посту прокурора Следственного отдела прокуратуры Республики Абхазия, а затем с 1993 по 1996 годы транспортным прокурором Абхазии. В период войны народа Абхазии 1992-90 годы, рискуя своей жизнью, как говорится, перевозил продовольствие через границу. Тогда тяжело было перевезти. Перевозил медикаменты, перевозил самое главное, что не хватало у нас, горюче-смазочные материалы, топливо. Все говорили: берите пример с Льва Митровича, видите, что делает. Да, действительно, каждый, кто как мог, помогал для достижения победы в этой страшной войне. Хочу подчеркнуть, что добродушные, доброжелательные, отзывчивые, не то что по отношению к своим коллегам, ко всем жителям Абхазии. Нет такого его возраста, нашего возраста, кто бы не знал в Абхазии. Занимая различные должности в Генеральной прокуратуре, бывал во всех районах для проведения соответствующих проверок, чтобы каждый сотрудник прокуратуры выполнял свои профессиональные обязанности на должном уровне, он все это внушал каждому. Судья-секретарь Конституционного суда Республики Абхазия Нури Таня, говоря о Льве Митровиче, отметил, что самое главное в жизни человека – это смело сказать правду, сеять добро и справедливость. Прекрасно, когда человек может сказать о себе «честь имею». Именно таким человеком был безвременно ушедший из жизни Лев Хагуш, отметил Нури. Когда нужно было организовывать прокуратуру после разрухи нашей войны, нужно было искать людей, которые могли бы заменить тех людей, которые ранее работали. Было много мест, надо было создавать прокуратуру республики. И вот я считаю, что он внес большой вклад в становление как прокуратуры района, так и в прокуратуре республики. И после этого ее переименовали в Генеральную прокуратуру. Но что бы хотелось бы подчеркнуть, самый главный момент, что он был настоящим абхазом в первую очередь, потому что никогда свысока он не разговаривал, просто его воспитание говорило о том, что с ним надо рядом стоять и надо работать, больше ничего. Он был очень оперативно мыслил, и после войны было много преступлений, и поэтому не было задачи всех сажать, потому что все люди имели оружие на руках, нестабильная обстановка. Первая задача была стабилизировать как район, так и республику, для того, чтобы мы могли свободно развиваться в дальнейшем. И поэтому его опыт, знания мы переняли, и вот большое спасибо, что он, конечно, большой вклад внес в наше государство, и потому что у него были какие-то своеобразные человеческие подходы. И, честно говоря, все, что рядом с ним я находился все это время, я многое от него перенял, и мне это в жизни пригодилось. И вот кончина его преждевременная, вот трагические события были связаны с аварией, и мы, честно говоря, глубоко пережили это, потому что таких людей было мало. Эти профессионалы, которые, я могу и назвать, как Леонтий Абгаджава, вместе с ним работал, он был прокурором, я с ним работал 5 лет, 6 лет. Потом вот Канба Сергей Дугужич, Андрей Михайлович Джиргеня. Вся вот эта элита, мощная элита профессионалов старались обучить нас, чтобы мы могли свободно здесь
выстраивать законные отношения с гражданами. Поэтому, если был бы он еще кое-какое время, наверное, было бы лучше в правоохранительной системе, потому что таких людей было мало. И мы глубоко были потрясены этим трагическим событием, потому что он был воспитанный в духе настоящего абхаза, и мы хотели бы равняться на него. Были такие времена, когда нас не пускали, было ограничение возрастное при Ельцине. Было нам очень тяжело, не был создан научно-исследовательский институт, не было никаких экспертиз. Он в силу своих дружеских отношений с Ростовом, с Российской Федерацией, он очень многое сделал для того, чтобы серьезные дела были направлены своевременно в суд. За это очень строго спрашивали, потому что санкция была у прокуроров тогда об аресте. И очень строго спрашивали дисциплинарно за нарушение сроков расследования уголовных дел. Вот он оперативно, несмотря ни на что, бросал все, ездил и в кратчайшие сроки нам это все привозил. Это не так просто. Он привозил много положений, много законов, которыми руководствовались. Он выстраивал схемы своеобразные. Он был настоящий следственный профессионал. С 1996 по 2002 годы Лев Митович занимает должность начальника Следственного управления прокуратуры Республики Абхазия. А в мае 2002 года выдвинут на должность военного прокурора, заместителя генерального прокурора Республики Абхазия. За короткий промежуток времени, благодаря его организаторской способности, он сумел привлечь средства товарищей из Ростова-на-Дону и привести в надлежащее состояние служебные кабинеты военной прокуратуры. Он всецело был погружен в работу, строил планы на будущее, мечтал о восстановлении отечественной правоохранительной системы, ее демократизации и многих других проблемах. Но, увы, этим планам не суждено было свершиться, отметил друг Льва председатель военного суда Абхазии Святослав Сагаря. В 2003 году Лев Митович Хагуш, полковник юстиции, трагически погиб в автомобильной катастрофе. Льва Митовича я знаю, можно сказать, с детства. Почему? Потому что я учился в Бзыбской школе. Они там рядом со школой жили, все братья, 6 их было. Очень хорошие люди. Сам Лев Митович фактически всех своих братьев вытянул. Сколько лет я его знаю, Лев Митович. Я не слышал, чтобы он даже голос на кого-то повышал. Этот человек был уникальный какой-то. Мне сейчас как-то тяжело говорить, но это ко всем подходу он имел. Со всеми ладил. Это прекрасный человек был. Просто о нем можно говорить и говорить. Здесь, когда он пришел сюда, очень много он сказал: вот ты мой зам, занимаешься следствием, а я буду заниматься хозяйством. Ремонт. Организатор был сильный. Я сколько с ним работал, и в Гудеутской прокуратуре с ним работал, и здесь работал. Приходилось у нас, мы имели дело с преступниками. Он даже на преступников голос не повышал. Он мог с ними так найти общее язык, поговорить. И все ребята, коллектив наш, о нем хорошо помнят. Да, он трагически погиб, и очень жаль. Я в тот же вечер поехал туда. Такое несчастье. В этот день мы целый день вместе были. Потом он почему-то повез меня на поворот, говорит: поезжай, я здесь, говорит, какие-то дела имею. И он сам потом поехал. Не хватает, и сейчас не хватает, если честно. Лев Хагуш был неутомимым борцом за права человека. Он охотно делился опытом с подрастающим поколением юристов. Его наставления и теплые слова до сих пор в памяти тогда еще только начинавшего свой путь, а уже сегодня судьи военного суда республики Дмитрия Гагулия. Льва Митовича мы всегда вспоминаем с теплотой. Я был молодым сотрудником прокуратуры, примерно 2000-2002 год, проработав около 2 лет в военной прокуратуре, когда Лев Митович был назначен военным прокурором Республики Абхазия.
Лев Митович с первой же встречи с коллективом, скажем так, без малого всем коллективом был принят с теплотой и располагал к себе. Одновременно он совмещал в себе качества как строгого начальника, так и был наставником для молодых сотрудников. Он мог тактично, порою даже, может быть, с юмором наставить человека или направить его на устранение определенных ошибок в работе. В то же время Лев Митович был с богатым багажом профессиональных знаний и также практических навыков. В нашей памяти Лев Митович остался всегда жизнерадостным, с большой трудоспособностью человеком. И я думаю, все сотрудники, те, которые знали его, по крайней мере, сотрудники военной прокуратуры, которые работали в тот период, оставят о нем долгую память. Наша жизнь полна испытаний, которые проверяют нас на стойкость, человечность и порядочность. И далеко не все достойно выдерживают их и проходят с честью свой жизненный путь. Но только такие, как Лев Хагуш, удостаиваются уважения в народе, который сохраняет и чтит память о них долгие-долгие годы. Не зря в народе эту память называют светлой. Не зря мудрая абхазская пословица гласит: человек умирает не тогда, когда наступает смерть, а тогда, когда приходит забвение. Это в полной мере можно отнести и к Льву Митовичу, который не только заслужил быть увековеченным своими делами и поступками, но и успел создать, подготовить и утвердиться в качестве продолжителей многовековой эстафеты поколений своих родных братьев – Рудольфа, Гарри, Резиха и Константина, двоих дочерей Саиды и Сарии и сына Юрия, получивших при его поддержке высшее образование. Трое из них, а именно его младший брат Константин Митович, старшая дочь Саида и младшая Сария, избрали путь, пройденный Львом Митовичем. Саида Львовна была начальником отдела по паспортизации и контролю УПВС МВД Республики, подполковник милиции. А Сария Львовна – инспектор ПВС Гагрского РУВД, майор милиции. Младший же сын Юрий, получивший юридическое образование, сегодня глава администрации Гагрского района. С супругой Екатериной Ачба они воспитывают 3 детей. К сожалению, Лев Митович не увидел своих внуков, однако все они хорошо знают историю своего деда. Рассматривая фотографии с бабушкой Мариной Авицбо, у каждого из них возникали вопросы, на которые она с радостью отвечала. Нила, дочь Юры, очень любознательная, однако говорить на камеру она постеснялась. Смелее оказался сын Сарии, Нестор Барцец. Мой дедушка был с необыкновенной биографией. Он был одним из 6 братьев, и он был им как отец. Во всем учил и всегда помогал. Был профессионалом в своей работе, заслуженным работником прокуратуры. К сожалению, он нас, внуков, не увидел, но мы всегда помним, будем гордиться и идти по его стопам. В честь отца старшая дочь Льва Саида назвала своего сына. Лев Абгадж в прошлом году окончил школу на золотую медаль. Ему 19 лет. Он учится в академии при президенте Российской Федерации на факультете экономической безопасности. Я думаю, сразу понятно по моему имени то, что меня назвали в честь него. И по рассказам матери знаю то, что он работал в прокуратуре и во многих громких расследованиях, например, таких как поимка Чикатило участвовал. Также он работал в ростовской прокуратуре и потом переехал в Абхазию и уже работал в прокуратуре Абхазии. Конечно, горжусь. Счастливой, достойной и такой скромной семье не хватает сегодня отца, мужа и дедушки Льва Хагуш, который внес свое доброе имя в сокровищницу не только абхазской нации, но и всего многонационального народа России. 18 мая Льву Митовичу исполнилось бы 82 года. Сария Кварцхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.